и кубков награждается Степанова Светлана, Белоруссия. Итак, спортсменка из Белоруссии Светлана Степанова первой выходит на награждение. Михаил Дмитриевич Гуляев проводит церемонию награждения. Ну и еще одна. Посмотрите, и третье место получает бразильская спортсменка. Она, по-моему, первая получила медаль такого достоинства. Я думаю, сегодня вся бразильская сборная будет праздновать большой праздник. Первая медаль на якутской земле. Итак, медаль Тайна Касагранда получает. Она делит третье место со спортсменкой из Белоруссии. Ну, а сейчас серебряная медаль Светлане Артахиновой. Поздравляем Светлану. Опытная Светлана, да. Остальным, конечно, пока очень большой разрыв между спортсменами. Пока первого-второго места и далее третье, четвертое и все остальные. Конечно, разница в подготовке, в технике очень большая, но она будет сокращаться, мне кажется, с годами, потому что все больше и больше спортсменов пропагандируют, развивают и добиваются, пытаются добиться свою спортивную жизнь, в общем, связывают с масс-рестлингом. Да, Марина Федоренко. Золотая медаль, весовая категория до 65 килограммов. Мастер спорта по пауэрлифтингу. Многократный призер Дальнего Востока по пауэрлифтингу. Абсолютный призер республики по становой тяге 2014 года. Серебряный призер игр Манчары прошлого года. Серебряный призер республиканского чемпионата 2014. Ну и сейчас она является чемпионом мира по масс-рестлингу. Поздравляем Светлану, извините, Марину. И гимн в честь победительницы. Надо сказать, пока звучит гимн, надо сказать пару слов, хвалебных слов в адрес авторов и изготовителей очень, на мой взгляд, просто феноменально красивых медалей. Это настоящие дизайнерские, авторские работы. И я думаю, что авторы, изготовители будут в свою очередь оценены и зрителями, и участниками. Я думаю, что организаторами, и вообще правительством республики, потому что много соревнований проходит по миру, по всем видам спорта. Везде встречаются, везде вручаются медали. И здесь придумать что-то новое очень сложно. Но, тем не менее, вот якутские умельцы славятся этим. И якутский нож известен по миру, и якутские сережки известны во всем мире. И вот теперь я думаю, что и медали скоро будут заказывать весь мир, возможно, в Якутии. Аял Карбаканов сейчас первым выходит на помост. Он 93-го года рождения. Представляет он село Уолба Татинского улуса. Очень много, вот, как мы видим, да, финалистов именно из Таты. Он призер чемпионата республики, второе место, третье место на играх Манчары прошлого года, ну и призер чемпионата России, второе место. Михаил Ковалик, чемпион России этого года, призер чемпионата республики, представляет Амгинский улус и город Нерюнгри. Оба они представляют республику Саха-Якутия. Две сборные команды России. Итак, начнем. Заревели трибуны, потому что очень интересно. Аял Карбаканов первый период за ним. Пытался, по-моему, вытянуть он его в стойку. Но противник отпустил хват. Явно чувствуя, что теряет равновесие. Вот мы видим начало стойки. Еще раз третья попытка. С технической точки зрения достаточно интересная схватка. Да, у Михаила Ковалика тоже очень приличная тяга, очень сильные оба спортсмена. Я вот тоже очень
затруднился бы перед этим финалом давать прогнозы. Не стал бы рисковать. Но здесь, мне кажется, спортсмены синего угла должны искать какие-то другие варианты, потому что сейчас... Поймал кураж, мне кажется, еще Аял Карбаканов. Да, С таким настроением вышел, да? Да, но он трижды повторял один и тот же прием. Вот. Но мне кажется, противнику надо было что-то придумать за это время. Пошло-поехало. Снова стойка. Аял Карбаканов очень хорошо ее делает. Чувствует, как спортсмена Михаил Ковалик, о чем мы говорили, тяга прекрасная, держит пока Аял. Но сложно ему будет. Да, и отпускает, видимо, отпускает. Сложно. Михаил Ковалик сравнял 1-1. Вот это интрига. Интереснейшая схватка. Мужчины. Достаточно легкий вес, 70 килограмм, поэтому схватка очень зрелищная. И вытащил он синий шарик, то есть он будет выбирать хват сейчас. И как мы видим, второй период он выиграл внешним хватом, так что я думаю, что, скорее всего, внешний хват и продолжит. Очень иллюстративная схватка. Такие можно, мне кажется, в учебные пособия вносить. Да, конечно, Аялу Карбаканову сложнее, наверное, атаковать. С внутреннего хвата будет, так что ему тоже надо сейчас выбрать тактику определенную на третий решающий период. Счет 1-1, и вот опять интрига. Да, другого шанса уже не будет. Схватка за золото. Вечер, по крайней мере, да. Это схватка за золото. Михаил Ковалик, Аял Карбаканов. Очень активно болеют болельщики, разделяются, потому что хорошее качество. Якутия очень огромная страна, 5 Франций по территории. Понятно, что земляки разделены иногда большими расстояниями и друг за друга очень сильно болеют, поддерживают. Наверное, на трибунах не только жители Якутска, многие приехали, конечно, из районов, даже много, прилетели, да, наверное, из дальних регионов. Конечно, да. Потому что такое событие бывает очень редко, ну, практически, раз он впервые в Якутии. Я думаю, что да, наверное. Снова пытается атаковать Аял Карбаканов, но Михаил Ковалик. Спорный показывает судья, да, спорный. Спорный показывает. У судьи достаточно сложная роль в масс-рестлинге, потому что он находится не на отдалении, а рядом со спортсменами. И тут ему надо всегда быть уверенным в себе. Его решения должны быть однозначные. Да, все-таки конкретные. Ошиблись мы. У Аяла Карбаканова появился еще один шанс. Все-таки. Итак, счет 1-1. 1-1. И вот смотрим. Аял атакует. Аял Карбаканов как атакует. И вытянул все-таки. Взял. Да, и как радуются за него. Да, и зрители. Показал себя. Какой характер показал Аял. Выложился на все 100-200%. Но, судя по реву трибун, у него большее число поклонников. Основная масса, конечно, поддерживает его, но здесь, я думаю, что нам не стоит обижаться, это нормально. Вообще публика реагирует очень хорошо, хлопают и проигравшим, и публика очень сильно аплодисментами поддержала вот финскую спортсменку после ее травмы. Уходила она под рев аплодисментов. Вот мы видели, как Татьяна Григорь болеет там на заднем плане за Михаила Ковалика, своего ученика. Аял Карбаканов все-таки, да, характер действительно показал. Здесь равные спортсмены. И поздравляем. Аял Карбаканов, чемпион мира. Весовая категория до 70 килограммов. Поздравляем еще раз. Сейчас, да, выйдут на помост спортсмены весовой категории до 80 килограмм. Сейчас, наверное, будет церемония награждения. И да, дальше продолжатся наши схватки.